Этот запуск знаменует и практическое применение знаний, и новые рабочие места и технологии для республики. Так сегодня в ВУЗе заработал технопарк. Он объединил инжиниринговый центр и молодежный бизнес-инкубатор. Наши ученые совместно с предпринимателями нашей республики будут создавать новые технологии, инновационные продукты, направленные на развитие социально-экономического развития нашей республики. Посмотреть на новинку и поздравить ВУЗ с юбилеем приехал Алексей Песошин. Премьер отметил, за полвека энергоуниверситет дал республике множество талантливых изобретателей, инженеров и руководителей. Университет, как и прежде, является флагманом системы подготовки высококвалифицированных специалистов для энергетической и других отраслей экономики России. Благодаря заложенным традициям, тесной связи с академической и прикладной наукой, высокому уровню преподавания. Сегодня здесь учатся более 10 тысяч студентов. Для них есть стипендии и стимулирующие выплаты, обустроены учебные корпуса и столовые. Иногородние могут жить в общежитиях вуза. Условия учебы очень хорошие, преподаватели все внятно объясняют, на практике все очень хорошо показывают. Общежитие находится прямо на территории, и я практически иногда встаю за 5 минут до пар и прихожу сюда. Университет предоставляет хорошие стипендии, если еще стараешься, если выступаешь, если проводишь какие-то статьи, выпускаешь, то, конечно, тоже стипендию повышают. Сейчас в Энергоуниверситете запланировано создание еще ряда новых лабораторий, и уже началось строительство 4-го общежития. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.